Несся он на большой скорости на «Газели», поэтому таксист он тоже среагировал. Он тоже тормознул вовремя. Женщина рассказывает, что перед ней резко затормозила машина. Она сделала то же самое. Видела, что ехавший сзади Hyundai Solaris тоже притормозил. И тут удар. Ехавшая позади «Газель» врезалась в такси. От удара Hyundai отбросила вперед на Nissan. Вину признал? Сзади-то? Да. Да, признаю. Там 2 человека было. Он в белой куртке. Он где-то здесь, он ходит тут вокруг. В Светлом был только один молодой человек, что водитель «Газели», именно он, говорила и автоледи, и таксист, и сидевший за рулем Hyundai. Он и рассказал, почему молодой человек избегал контакта с остальными. Пьяный, да. От молодого человека действительно пахло спиртным, только он утверждал, что за рулем сидел не он. Не я за рулем был. Сейчас человек подойдет, он в туалет пошел, ладно? Скорость большая была? Не могу точно сказать. Вскоре подъехали знакомые молодого человека, которого остальные участники аварии называли водителем «Газели». Нет, зачем снимать? Кто у вас там разрешил-то снимать? ДТП был. Чего вам там сидеть снимать? После того, как они поговорили с каждым из водителей по очереди, участники аварии перестали узнавать в этом молодом человеке водителя грузовика. А как вы поняли, что он пьяный? Ничего, нормально, все нормально. А автоледи объяснила резкую перемену своего мнения, правда без камеры. У нас будут проблемы. Когда приехали автоинспекторы, оба в один голос заявили, что за рулем «Газели» сидел молодой человек в белой толстовке. Толстовка та же, но вот мужчина в ней был уже другой, ростом заметно ниже, и спиртным от него уже не пахло. Айгуль Бадрудинова, Константин Бушуев, вызов 112.